Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутске проходит форум межрегионального общественного движения «Новая Евразия. Арктический вектор». Что такое новая геокультурная идентичность народов республики? Станет ли Якутск культурной столицей Арктики? Какие перемены должны произойти в сознании и культурно-духовной сфере жителей региона? Об этом и не только мы поговорим с гостем форума из Москвы Павлом Зарифуллиным, директором центра Льва Гумилева. Добрый день. Павел Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Вы открываете в Якутске 4-ю конференцию движения «Новая Евразия». Что это за движение и что за конференция? Расскажите об этом. Движение «Новая Евразия» — это общественная инициатива. Она возникла в этом году в Москве, потом были конференции в Тюмени, на Алтае. Вот мы добрались до Якутска. «Новая Евразия» — это именно общественная инициатива. У нее задачи две основные. Первое — это способствовать евразийской интеграции стран постсоветского пространства. Мы знаем, что есть такие инициативы, как Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский союз, но не хватает общественных движений, которые бы толкали бы наших чиновников, чтобы эта интеграция быстрее происходила. А вторая основная задача, как мы считаем, это сохранение этнической, культурной самобытности народов России, народов Евразии. И здесь мы тоже должны всячески способствовать, подталкивать заинтересованных лиц к этому, ну и вообще проводить культурные мероприятия, общественные мероприятия на эту тему. Вот одним из таких мероприятий будет конференция «Новая Евразия. Арктический вектор». Это «Новая Евразия» — это движение, я являюсь председателем совета этого движения, а председателем Верховного совета «Новой Евразии» является Андрей Савич Борисов, известный всем жителям, я думаю, Якутии, государственный советник, один из лидеров культуры России, Евразии. Расскажите, какими методиками можно сохранять национальную идентичность, культурную идентичность и при этом интегрироваться в Евразию? Евразия, да. И вообще в современный мир. И современный мир, да, в том числе. У нас есть проект, который мы озвучим на этой конференции «Новая Евразия». Он называется «Геокультурный туризм. Сакральная география Якутии». Сакральная география страны Саха. Наша задача, то есть сохраняя корни народов, корни наших регионов, стран, которые есть в Евразии, тем не менее делать это современным, понятным, высокотехнологичным, то есть как раз объединить все наработки в сфере туризма и сохранение сакральных ценностей народов, в нашем случае Республики Саха-Якутия. Почему мы этим занимаемся? Занимаемся мы с Андреем Савичем Борисовым этим достаточно давно. Я автор книги «Русская сакральная география», и у нас был с ним проект еще 8 лет назад, он возник «Сакральная география Якутии». Несколько лет назад Министерство культуры Якутии даже признало его проектом года. Но в этом направлении работать и работать. То есть геокультурный туризм в Якутии, он в основном распространен вдоль реки Лены. Но мы-то считаем, что помимо таких известных мест, таких как Ленские столбы, например, или Ледяной дом в Якутии, то, что знают туристы, знают жители России, которые сюда приезжают, но в Якутии огромное количество действительно священных мест в самых разных регионах Якутии, связанных как с жизнью народа Саха, так и с жизнью коренных народов Якутии, венков, тувинцев, юкагиров. Тувинцев, почему я сказал? Потому что урянхайцы — это пришедшие когда-то из территории современной Тувы тоже, представители тюркских племен, представители коренных русских малочисленных групп, русско-устинцы, ленские ямщики. Вот все это нужно каталогизировать, зафиксировать и подключить в карту такого туризма, чтобы она была интерактивная карта, чтобы люди могли посмотреть. Интересуются они ямщиками, они едут в Ленск, интересуются они русско-устинцами, тоже маршрут, он фиксируется. Мы делали экспедицию в дом Деда Мороза Чисхана, причем зимой, на полюс холода. Это же удивительно, мы забываем о том, что самый северный, самый крутой Дед Мороз из всех Дед Морозов, который Санта-Клаусов, живет в Якутии, в ледяном доме, на полюсе холода, в Оymяконе, там, где Индигирка начинает свой путь.
и ему пишут японские дети, отправляют ему свои сердца, но российские дети мало знают о том, что самый серьезный Дед Мороз живет на территории Якутии. И таких примеров сотни, тысячи. Мы хотим этот проект подготовить и включить его в национальные проекты Российской Федерации, связанные с туризмом. Вот я думаю, это будет одна из основных целей нашей конференции «Новая Евразия. Арктический вектор». Действительно, большие планы. Расскажите, кто будет участвовать в конференции и какие вот выводы вы хотите получить, к чему стремитесь? В конференции будут участвовать представители, известные представители культуры и России, и союзного государства России и Беларуси. Вот приехал политолог Алексей Дзермант, достаточно известный белорусский политолог. Приехал Дмитрий Петров, выдающийся наш лингвист, который ведет программу «Полиглот» на телеканале «Культура», учит всем языкам и на всех языках разговаривает, как птица. Но он задал очень прекрасный такой вектор для коренных народов. Он учит представителей коренных народов их языку. То есть он в Татарстане учит татарскому языку и вообще всем, кто желает татарский язык изучать. То же самое в Казахстане. Учит казахов казахскому, казахи забыли, ну и русским, которые хотят знать казахский, учат казахскому языку. Я думаю, для Якутии это тоже немаловажный вопрос. Языки надо сохранять, это наша абсолютная ценность. И наша задача их как бы не просто как бы, чтобы не забыли люди, но чтобы дорожили языками. Насколько я понимаю, приехали представители культуры из самых разных регионов России и СНГ, из Киргизии, из Алтая, из Бурятии, из Тувы. И мы как бы, все они выступят, все выступят со своим опытом, со своей работой. Есть идея обратиться к депутатам различных парламентов евразийских государств с идеей поддержать наши проекты, будут то есть представители Тумена якутского. И отдельная такая вишенка на торте — тема развития транспорта на Дальнем Востоке, в Якутии, в Сибири и малой авиации, дирижаблестроения и малой авиации, как раз для труднодоступных наших регионов. Это подстегнет, конечно же, и туризм. Вот не просто долететь до места, где там стоянка мамонтов была, а как ты доберешься, это там золотая цена какая-то, бесконечная цена. Но сделать это компактным, удобным, и это подстегнет, конечно, экономику республики очень серьезно. Это будет отдельное специальное у нас заседание группы, посвященной малой авиации и туризму на территории Республики Саха и Дальнего Востока. Расскажите подробнее о дирижаблестроении. Интересно, этим проектом уже занимаются? Кто-то у нас строит дирижабли. И как вы планируете здесь у нас в Якутии реализовывать? Нет, ну это дирижабли, это, конечно же, мечта. Сейчас уже не те дирижабли, которые мы там вспоминаем с ужасом, там граф Цепелин, который взорвался. Сейчас они летают все на гелии. И я думаю, для такой республики, как Саха-Якутия, вот эти новые современные дирижабли, которые могут перевозить бесконечное количество там грузов на себе и летают в любую погоду и могут садиться в любом месте, это ну просто сказка и спасение. Одновременно тема малой авиации, которая ну, фактически была разрушена после краха Советского Союза, мы ее тоже, наше движение «Новая Евразия» активно выдвигает. Приедут авиаконструкторы, ведущие из Москвы, из Новосибирска, которые эту тему развивают много лет. Но надо ее поставить тоже в национальные программы, национальные проекты, потому что как бы благодаря этому мы просто откроем для себя и Россию, откроем для себя Сибирь, Дальний Восток, Якутию. Потому что будет простой и понятный способ добраться до самых отдаленных наших точек, до самых отдаленных мест. И, например, мы как-то опасаемся, вот что такое малая авиация, что у нас там мало аэродромов, но на самом деле мы проигрываем в разы там, Соединенным Штатам Америки, Канаде, где там количество населения, там, количество самолетов малой авиации там, в сотни, может быть, в 1000 раз больше, чем у нас. И именно поэтому они осваивают свои территории, а мы нет. Вот мы должны как-то сдвинуть с мертвой точки эти процессы. Я думаю, дирижаблестроение и малая авиация, они как бы вместе должны просто изменить ситуацию с посещаемостью отдаленных территорий России. Вы автор книги «Русская сакральная география». Что для вас значит сакральная география страны Саха?
Ну, сакральная география это как бы священные места, места силы, которые я изучаю много лет и пытаюсь это вписать и в историю нашей страны, историю разных народов нашей страны со времен скифов, гуннов, древних тюрок, предков славян, предков тюрок. И это бесконечная какая-то история, бесконечные поиски, потому что мест силы множество, их надо правильно там описывать, каталогизировать. Благодаря этому мы понимаем, насколько наша страна интересная, насколько она глубинная, и молодежь растет. Ну, это важно знать истории там, про Великую Отечественную войну или там, про там, современную жизнь, но гораздо важнее, мне кажется, понимать, насколько глубинные наши общие корни наших народов. Благодаря вот этим местам силы, сакральной географии мы как бы проникаем к силе наших предков и становимся другими, потому что мы сейчас живем в городах, в крупных мегаполисах, но как бы у нас много там гаджетов, интернет, телефон, телевизор, ноутбук, но мы теряем какую-то важную часть нашей души, важную часть нашей силы. А вот там, в местах силы, в местах, где соприкасается наша жизнь с историей наших предков, нашей экологии, наших мест, древних стоянок наших прародителей, вот там мы эту силу можем получить. И возвращаясь туда, мы возвращаемся к своей собственной энергии. Вот об этом я пишу в своих книгах. А страна Саха — это, конечно, удивительное место на карте нашей планеты, экологически чистое, где можно как соприкасаться с жизнью охотников на мамонтов одновременно и предков якутов, которые пришли не так давно, по историческим меркам, ну, какие-то там тысячи лет назад по сравнению с этими людьми, которые когда-то тут на мамонтов охотились, и одновременно с русскими переселенцами, с первыми, со старообрядцами, с ямщиками, с поморами, со скопцами. То есть это очень удивительный регион, в котором как раз переплетаются там петроглифы, ленские писаницы, с какими-то со старой русской говорей, которая у русскоустинцев сохранилась. И я знаю, что множество наших туристов, которые к русскоустинцам приезжают, у них с ними необратимые психические изменения. У них мозги на место становятся, они вспоминают как бы русскую историю изнутри, как бы люди включаются. И в этом смысле изучение и фиксация, и встраивание в современный мир, в современные технологии вот этих древних знаний о местах силы, это, мне кажется, это важнейшая задача, и геокультурная задача, и задача сохранения народной идентичности для всех, для нас, и задача движения Новой Евразии, конечно же. Здесь же, в Якутии, состоится презентация вашей книги «Белая Индия». Да, она у вот вас с эта тобой. книжка, да. Какое отношение эта книга имеет к Якутии? Идея такая, что вот в русских преданиях, в русских апокрифах была такая мечта о потерянном каком-то царстве, где-то далеко-далеко на востоке, где живут вольные, сильные люди, красивой, свободной жизнью. Это мечта о Беловодье, где молочные реки, кисельные берега. И якобы о них знали казаки, которые ушли куда-то на восток, или старообрядцы, которые искали эту страну. И кто-то оттуда, из этой страны приходил, ее еще называли Белая Индия. То есть считалось, что есть актуальная Черная Индия, где живут индусы, махараджи на слонах ездят, а есть некая Белая Индия, где тут соединились предания о мифической стране Гипербореи и о походах, может быть, древних походов ариев в Индию, еще в какие-то во время Оны, так называемые, о походах древних скифов. Все это сложилось в русские апокрифы, и эту идею зафиксировал наш великий поэт Николай Клюев в поэме «Белая Индия», где выходит искать эту Белую Индию, доходит до Тибета, до Орды и находит ее в очень странном месте, в некой избе на краю света, за печкой. У меня возникла идея, что Белая Индия, почему бы не поискать ее в стране Саха, в Якутии, которая тоже для и казаков, и староверов, и для поморов была в чем-то райской землицей, где было свободно, где были очень доброжелательные люди, которые их встретили.
И действительно мы нашли очень много соприкосновений между этой легендой и описанием этой страны. Мы сделали тоже экспедиции на полюс холода, в том числе здесь есть прекрасные фотографии с Ивана Шакурова, моего товарища, где мы ездили на полюс холода, где вот эти мраморные, удивительные такие горы-пирамиды, покрытые снегом. И вот ты едешь, и ты понимаешь, то ли ты в этом мире, то ли в другом, то ли в какое-то ты попал в странное царство, тридевятое царство государства из русской сказки. И это попытка найти вот действительно страну мечты, которую мы все ищем, может быть, с детских времен мечтаем о ней, страну грез, в том числе и соединить ее с нашей Якутией, страной Саха. Вот эту книгу я буду презентовать в городе Якутске, и я думаю, мы найдем с якутянами множество точек соприкосновения. Павел Вячеславович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Благодарю вас. А я напомню, о форуме движения «Новая Евразия. Арктический вектор» нам рассказал Павел Зарифулин, директор центра Льва Гумилева. Вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь с нами.